Добрый день, поважанное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. И удзельники нашей сегодняшней передачи два былых следчих. Андрей Сыцко, былый следчий Генеральной прокуратуры. Андрей, добрый день. Добрый. І Андрей Остапович, былы следчы следчага камітэту. Андрей Остапович зараз адзін з кіраўнікоў ініцыятывы байпол, а Андрей Сыцко эксперт у пытаннях бяспекі. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта так званая стужка Карпенкова. Вось ініцыятыва, якую прадстаўляе Андрей Остапович, апублікавала гуказапіс выступу чалавека, голас якога нагадвае голас цяперашняга намесніка міністра ўнутраных справаў Мікалая Карпенкова. Запіс адносіцца да кастрычніка, канца кастрычніка гэтага году, калі ён сыходзіў з пасады кіраўніка ГУБАЗік, управления борьбы с организованной злочинностью и коррупцией, пошел на подвышение, ну и вот он как бы проводил развитальную встречу с коллективом и, так сказать, распавядал про то, как треба дзейнічаць. Ну вот пачнем з аднаго з двух сюжэтаў, якое, я думаю, найбольшае ўражанне, так сказать, зрабіў на людзей. Гэта сюжет про уживание зброі. Ён там распавядае, что беларуская милиция купила 200 пистолетов у России, была 200 пистолетов, як ён патлумачыў, асабліва моцнай травматычнай зброі. Ён, дарэчы, там аналізаваў сітуацыю з Тарайковскім, з забойством Тарайковскага, і ён кажа, ну што ж, з блізкай адлегласці ўжывання травматычнай зброі, оно нічым не адрозніваецца ад баявой. Вот. Ну, а зараз ужо такія травматы магутныя з Расіі прывезлі для стральбы, там, он патлумачыў, по чеченцам и дагестанцам. Вот, Андрей Остапович, скажите, калі ласка, вот эта зброя, вот 200 пистолетов, она некая особая, некая мацнейшая, не тая, якую мели раней беларускія праваахоўнікі. Вот, скажем, Тарайковскага забили вот с такой зброей, ну, там же вот, нібыта в этом выступе Карпенков говорит про пистолеты, а Тарайковский был забиты ці з помповой винтовки, ці, ну, з чагосьці такого. Вот тыя пистолеты, якія приехали, они какие-то особливо страшные? Доброго дня. В первую очередь, наверное, хотел поправить это то, что я не руководитель инициативы байпол, я ее участник и представитель. Потому что у нас структура немного по-другому устроена, и, скажем так, капитан не может управлять полковниками. Все-таки МВД, все выходцы Следственного комитета и так далее. И, ну, то есть есть такие моменты. Часто меня представляют как руководителя. У нас решения принимаются коллегиально. По поводу вашего вопроса я хотел бы, наверное, добавить это то, что, ну, точнее ответить, это то, что это оружие было, но Карпенков сам поясняет, что его было недостаточно. Поэтому Тарайковский и погиб, так как оно применялось, и наличие у, скажем так, определенных подразделений данные и боеприпасы, и оружие имелись. Но им надо больше, чтобы они могли уже не только дубинкой, рядовые подразделения, такие как ГУБОП, допустим, у них не было на вооружении таких пистолетов, не было и травматического оружия дополнительно на них выделено. К этому моменту они не подготовились, так как они переоделись в спортивные костюмы, начали бегать по улицам, дубинки резиновые найти смогли, оружие не смогли. Вот им понадобилось, они выделили на себя определенное количество этого оружия. Почему оно именно в России закупалось, он тоже вроде бы поясняет один из моментов, потому что там готовятся против чеченцев и дагестанцев, видимо, серьезно они угрозу такую для себя воспринимают. И делают травматическое оружие для подразделений чуть ли не летальное. То есть вроде бы мы применяем не боевое, но эффект один и тот же.
плюс холодный режим, ну, пересказывать его видеозапись, он там не так много чего наговорил, не вижу смысла. Тут больше ситуация, насколько я вижу, это не обсуждать саму эту аудиозапись, там он уже наговорил более чем достаточно, а, наверное, что-то дополнительное, подтверждающее эти действия, что происходит, и что надо делать дальше, чтобы не допустить их планов. Четкие их планы, и то, что они хотят из страны сделать Северную Корею, вторую, и устраивать там еще плюс с нацистским наклоном концлагеря, и просто всех, кто не согласен с политикой режима, преследовать, это уже очевидно. Теперь надо прорабатывать варианты для борьбы, чтобы не допустить это. Он говорит, атакуй, тот, кто атакует, тот побеждает, обороняющие проигрывают. Вот, наверное, пора переходить уже и к нам, к наступлению. Ну, это принцип революции всех. Да. Он, в принципе, это революция, но с тем, что он говорит, и говорит от Лукашенко имени, потому что он был на совещании и говорит те вещи, которые лично доводил ему Лукашенко, то просто теперь никаких нету сомнений, что этот режим преступный, что они проводят в отношении всего, целой страны, всего населения преступную политику и, грубо говоря, геноцид. Андрей Сядько, ну, у меня все-таки питання, так би мовити, речі, може, криху іншим. От все ж таки ми вернемося до тих самих, до травматичної зброї. От яка була раніше практика її вживання і яка вона була от у минулому годі? Починаючи з 9 жнівня. А не адрозніваються. В принципі, міліція завсёды була, органи правопорядку були такую зброю мели на ўзбраенне і часам уживали. А як часто, раней? І в яких ситуациях? Ну, да, начнем с того, что в таких масштабах, вот, которые озвучены даже на этой записи Карпенкова, это оружие не использовалось. То есть оно, конечно, находилось в наличии у специальных подразделений. Да? Но, к примеру, по сути своей и по предназначению тот же ГУБОП, он не нуждается в таком оружии. Потому что, в принципе, основное предназначение все-таки ГУБОПа и его региональных подразделений – это борьба с оргпреступностью и коррупцией. Это их третье направление, борьба с экстремизмом, оно появилось не так давно, на самом деле. И, собственно говоря, ГУБОП не предназначен для обеспечения общественного порядка, для разгона манифестаций, мирных шествий и всего остального. У них совершенно другие цели. И очень удивляет меня, тут я отчасти с коллегой соглашусь в том плане, что явно идет пополнение арсеналов для не очень хороших вещей. Потому что раньше в использовании именно такого оружия, в частности, если мы будем брать этот Ерыгин, переделанный под травматический, да, не знаю, в каких там он калибрах у них идет, есть 45-й калибр, есть 10-й калибр, довольно мощное оружие, короткоствол, что немаловажно, что это как раз-таки для оперативников больше подходит. То есть ОМОНовец, в принципе, может работать со спецкарабином, который отстреливает эти резиновые пули, и как бы это его функция – работать с толпой. А вот эти вот пистолеты, они же ведь, скажем так, предназначены уже для скрытого ношения. То есть этот человек будет это оружие извлекать в самый последний момент и применять его таким образом, чтобы иногда не все поняли, что произведен выстрел. Вот. Раньше травматы на моем веку, а я отработал с 90-х, начиная со следователя, заканчивая прокурором, надзорником, я таких случаев, может, по пальцам могу пересчитать. Огнестрел чаще применялся, чем травматическое оружие. Вот. И это практика этого года. Андрей, а вот у меня такое, Андрей Сядько, у меня вот такое питание, вот с того, что Карпенков наговорил, вы как бы зразумели, какую он дал установку, так сказать, своим подначаленным, як зброю ўжываць, як ужываць травматычную зброю і як ужываць баявую зброю.
То есть там проговаривались в его промове словы, ну, фактично, робите, что хотите. Президент Да, ну, там... вам дал добро на все, уживайте зброю, коли что, стреляйте в лоб. Але там было сказано, что, ну, бездумно-то нельзя стрелять. Уже, ну, так вот, звычайный человек, так сказать, звычайный человек в фуражке, он так... А как не бездумно уживать, если кажут, что стреляйте, ну, фактично, кольки хочете. И там он сказал, что коли на тебя пре, ну, вот что означает выражение «коли на тебя пре»? Коли на тебя пре человек с автоматом, с колом, с ножом, ну, это как бы одна ситуация. А коли на тебя идет великая, скажем, великая колонна людей, но они не кидают в тебя бутыльки, так сказать, там, с коктейлем Молотова, не стреляют в тебя, но их шмат, они так само пруть. Так вот, на ваш погляд, звичайний, так би мовити, подначалений господара Карпенкова, от з этого потока його слова, він яку виснову зробить? Коли він може уживати травмат, і коли він може уживати бойову зброю? Вы понимаете, тут вопрос персонального подхода к этим словам. Каждый выхватит, я думаю, для себя что-то свое. То есть если у человека чешутся руки, а сейчас ему их вроде бы как развязывают, да, то он и воспримет это как знаменитые слова об освобождении от химеры совести. Да? То есть раз командир сказал, значит, мы имеем право и действовать по ситуации. Вот в этой конкретной ситуации я считаю, что есть основания для применения травмата или боевого оружия. Значит, я его применяю. Если я не считаю, то есть фактически он им дает на откуп решение такого вопроса, который, в принципе, всегда еще с советских времен довольно четко держался на контроле. Как применять оружие, в каких ситуациях и скажем так, по какому алгоритму. И я вам скажу тоже из опыта большого, что неохотно всегда применялось боевое оружие, потому что это всегда было сопряжено с проверками, зачастую расследованием этих фактов и дачей правовой оценки действиям того, кто применил это оружие. Вот сейчас, я так понимаю... Андрей Сечко, и я так зрозумел, что и могли человека как бы и покарать за уживание. Конечно. Офицера правоохранных органов. Тут существует такое понятие, как, скажем так, соразмерность, то есть угроза нападения с чем-то там, как вы говорите, с колом, со скамейкой, с дубинкой, с ножом и все остальное, она всегда должна присутствовать для того, чтобы этот сотрудник расчехлил этот пистолет, да, и для начала произвел предупредительный выстрел вверх. То есть просто бегущий на тебя манифестант, демонстрант, протестующий, да, без ничего, он не представляет такой угрозы. И раньше применение оружия вот в таких ситуациях было бы признано неправомерным. То есть для этого существуют дубинки, для этого существует слезоточивый газ и даже, собственно говоря, те же, хоть неоднозначное к ним отношение у меня лично, светозвуковые, как принято говорить, светошумовые гранаты. То есть водометы. Это как раз-таки те средства нелетальные, шокирующего свойства, которые призваны работать с большими, в том числе несанкционированными массовыми мероприятиями, чтобы успокаивать людей, урезонивать их, пускай даже иногда, и это мировая практика, причинять травмы, но они не летальные. То есть это последний аргумент браться за пистолет и производить из него выстрелы. Андрей Остапович, вот Андрей Сядько сапраўды пригадал эту фразу Гитлера про то, что я позбавляю вас химеры сумления, и в этом sense Карпенков амаль литерально повторил это слово, когда он сказал, что зараз новый час, и нужны люди молодые,
люди рашучыя і готовыя переступіць праз сябе, значит ёсць все-таки что переступаць. Але у меня вот тое ж да вас пытанне, тое што былі да вашага калегі, вот з таго што нагаварыў тады Карпенкоў, его падначаленыя міліцыянеры, бойцы Алмаза, там Амапа. Вот яны якую выснову зрабілі? Што трэба стреляць у любым выпадку, трэба стреляць людзей, якія нават не кідаюць коктейль Молотова, а вот просто выходзяць на пратэст, в іх можна стреляць з чаго заўгодна. Такую выснову яны зрабілі, ці какую-то, можа, іншую. Ну і па тым, што адбылося за наступныя 2 месяцы пасля яго, якую яны выснову зрабілі? Смотрите, ситуация в том, что он упоминал там Трояковского и говорил в этом же контексте. Прет, как он сказал, и без разницы, что он там очень грамотно говорил, и к этому тоже можно доколупаться. Он воспринимал это случай с Трояковским. То есть, когда на тебя человек просто идет, то есть там не с бутылками Молотова, не огромная толпа, а вот если один человек на тебя прет, то стреляй и не думай. Вот он именно с этим посылом говорил. Если внимательно посмотреть и проанализировать всю видеозапись, это понятно. Плюс он ко всему к этому подтверждение точно так же там сообщает, что когда на тебя он прет, то надо стрелять в голову, чтобы он уже больше не мог на тебя идти, чтобы он подумал и так далее. Подтверждение еще, наверное, как они восприняли, и вот это именно пистолеты поступившие, там написано и сообщено в этой аудиозаписи, каким подразделениям они были выданы. То есть даже выявлять подразделения в дальнейшем будет очень просто, какие именно применяли и стреляли из этого пистолета. И одна уже видеозапись такая имеется. Во дворе, когда за девушку вступался мужчина, просто шел на сотрудника, и что сделали? Достали именно тот пистолет. Это был травматический пистолет, это не было боевое оружие, потому что боевое у нас Макаров, там четко видно, что там не Макаров. И получается, вот в каких они случаях уже их и применяют. Когда просто на тебя идет человек, ни толпа людей, ни угрозы тебе жизни нету, а просто на тебя кто-то идет, ты сразу достаешь и будь готов применять его. И с Трояковским они его так применили, и там бы могли бы применить, если мужчина бы, наверное, дальше бы пошел на этого человека. Я думаю, что они, большинство, кто берет это оружие и готов его применять, они восприняли именно так. Андрей Остапович, у меня еще такое питание, может, не совсем про эту стужку, хотя и про эту стужку. Бо там Карпенков говорит, ну, не только он, так сказать, гибридная война, нам обвешена война, нас тут порвут на ковалки, так сказать. А ці ёсць у вас, может, у Байпола дадзеныя все ж таки колькі пацярпела на тым баку, колькі пацярпела прадстаўнікоў праваахоўных органаў. Мы памятаем першы ж дзень, здаецца, пасля 9-го, што там десяткі людзей пацярпелі, але яны такія нязломныя, яны ніхто не хоча паказаць ні свой твар, ні свае раны, яны крутыя. Вот это казаў, дарэчы, Лукашенко, а потом казаў Караев. І потым, значит, кому-то там позвоночник поломали. Ну, в принципе, как бы некие силовые сутыкнения, некие силовые элементы были. Скажем, вот коли вы памятаете, было интервью в нашей Ниве, было бойца внутренних войсков, які так само в этом удзельнічаў, и кажа, ну вот моему там коллегу, так сказать, бойцу попали бутылькой в губу, разбили губу, рассекли, там, зашивали. То есть такие эпизоды. А вот есть какие-то дадзенные, они в дадзеном выпадку важные, потому, на мой погляд, потому что они как бы вымирают адекватность дзеянняў. У вас есть дадзенные, колькі потерпело людей, наколькі цяжка яны потерпели? Данные такие есть, справку мы видели, никаких переломов позвоночников не было. Единственное, что добавлю по памяти, в настоящий момент я вам сказать не могу, сколько именно конкретно людей было, потому что информация терабайты и просто не успеваешь. Ну, порядок, 100, 200, 10, я не 15. Помню, я не помню, я не буду говорить. Да. А забитые есть хотя бы один? Нет, там нету ничего, что выше менее тяжких. Мы проанализировали, смотрели, насколько я помню. Тяжких телесных нету. Менее тяжкие, по-моему, даже и не встречались, наверное, легкие и не повлекшие расстройства здоровья, насколько я помню. Никаких, ну, по-моему, даже менее тяжкие были, и это был перелом пальца на ноге.
Андрей Сядько, може ви ведаеце, ці ви тую інфармацію, ці адсутнасць інфармацыі можаце пэўным чынам інтэрпрэтаваць. Бо гэта такі, так сказаць, імідж, мы такія крутыя, мы не паказваем нашы раны, можа быць. А можа быць, этот імідж хавае просто, што пацярпелых-то і няма, і в этом сэнсе атрымліваецца такі кантраст. Тут людзі, сотні людзей былі катаваныя, тысячи людзей сели, и этот могутный силовой отказ на что? Калі з боку силовиков высветлится, что потерпели вельми немногие. Вот как вы эту ситуацию интерпретуете с той информацией, которую вы маете? Опять же, я тоже не владею цифрами, да, но я практически на 99,9 уверен в том, что все факты травмирования, они будут, как коллега сказал, не переходить планку даже, то есть тяжких телесных повреждений там не будет. А безусловно, все эти столкновения с людьми, когда людей толкают, пихают, хватают, сталкивался я неоднократно с такими ситуациями, когда те же пальцы, те же мизинцы на руках сотрудники ломали сами, скажем так, в пылу разгона, в пылу задержания. Поэтому, а потом эти травмы вычленить довольно сложно будет, они будут идти в общий конвейер, пострадал при оказании сопротивления, к примеру. Да? Точно могу сказать, хотя бы один факт смерти сотрудника был бы, он бы уже был поднят на знамена, и вот тогда, скажем так, ужесточение подходов было бы повсеместное. То есть не локально высказались на совещаниях, а потом высказался руководитель перед своими. Да? А это бы было частью прямо инструктажей при каждом выходе на дежурство, даже не просто при разгоне протеста. Это было бы ежедневно, просто заступали бы люди, получали бы оружие на руки, и им бы просто доводилось, что все приемы разрешены, потому что нашего коллегу убили. Как в 1905 году в Петербургу генерал-губернатор Трепов сказал: патронов не жалеть. Вы знаете, когда-то давно-давно, в 90-х, было заказное убийство одного вора в законе, вернее, положенца, скажем, он не был вором, но был авторитетом криминальным. Приехал киллер из Российской Федерации, и, уходя от погони, он застрелил 2, по-моему, ОМОНовцев. Вот его изрешетили при задержании, там он сильно был пострелян. Но это было обосновано. Человек убегал улицами, прикрывался гражданскими лицами. Там пострадала, по-моему, тоже смертельно женщина 1 или 2. Да? Он отстреливался, в него стреляли. И вот, опять же, его застрелили на закрытой территории, его там загнали куда-то в гаражи, и там, где уже не было гражданских, его застрелили. То есть применили оружие на поражение. Так вот, именами сотрудников милиции названа, или фамилией одного из этих сотрудников названа улица в городе Гомеле. Да, и это, скажем так, есть эти стенды погибших при исполнении обязанностей, этих людей уважают, их имена чтят и помнят. То есть, если бы что-то произошло сейчас на фоне того, что говорится, гибридная война, сюда приехали провокаторы, здесь какие-то боевики, я даже, это цинично прозвучит, но я одно время прямо прогнозировал, что будет провокация, может быть, даже с летальным исходом, то есть стрельба в сотрудниках. И тогда это выдавало полностью карты на руки. Андрей Остапович, этого нету. У меня наступное питание. Можно я пока добавлю? Да. Именно про локальность этого приказа. Этот приказ был не локальным. Мы получили все данные полностью об этой аудиозаписи. Эту аудиозапись, скажем так, приказ о применении этого оружия, и это подтверждает эта аудиозапись, был дан Лукашенко на совещании общем, где присутствовал Карпенков, и поехали все руководители, которые на нем присутствовали, и доводили своим всем подчиненным.
Понимаете, вот в чем ситуация. И то есть он разошелся, этот приказ, по всей республике. Они собираются это учинять везде. То есть здесь локальности не было вот именно в этом моменте. Это Андрей важно, Остапович, наверное, а вот може у вас есть, так бы мовить, некая статистика, дадзеная, вот коли в кастрычніку адбылася эта нарада у Лукашэнкі, Карпенков ее просто агучыў, колькасць выпадкаў ужывання, скажем, травматаў и боевой зброі да и пасля. Вот эта нарада, она как-то стала неким рубиконом, ці не? Я думаю, что такую статистику также там внутри не вели. Никто это не подсчитывал, это очень сложно сделать. Ну, а может, есть у вас звестки, вот, скажем, реакции каких-то людей из ОМОНа, которые бы сказали, что, ну вот, до кастрычника, да, мы, так сказать, там еще стримливали себя, а уже как дали нам дозвол, то мы уже теперь покажем. Таких размов вы чули, у вас есть информация про такие размовы? Эти приказы были с самого начала, понимаете, это разрешение было дано с самого начала, с 9 августа, поэтому они и применяли, поэтому ни одного дела не возбуждено, потому что он лично заверил Лукашенко, что никого не будут арестовывать, применяйте жестко. И проводились эти инструктажи, мы это и пытаемся доказать в настоящий момент. И все они, не боясь, применяли так, как они считали нужным. И когда они в толпу светошумовые гранаты кидают, целенаправленно по 80 гранат одновременно в одну толпу и кидают не над головами, не в сторону, чтобы эффект использовать как светошумовой гранаты, а кидают прямо для того, чтобы взрывы происходили в толпе. Это и есть провокация на то, чтобы было побольше пострадавших и, как вы сказали, сотни. У нас список за август только по городу Минску 1400 пострадавших. Минно-взрывные травмы, оторванные конечности, разорванные животы и так далее, понимаете, пулевые ранения, мы это у себя размещали, это тысячи, а со стороны сотрудников, я приведу, и даже тот документ, который мы анализировали по городу Минску, на 60 с чем-то страниц, около того, точно не могу вспомнить, такие данные не могу запоминать циферные с течением времени. А сотрудников, которые мы смотрели, на 2 страницах по всей республике. Вот вам и соотношение. Там единицы, при этом они с своих же автозаков вываливались, падали, бегали, падали, перепрыгивали через всякие заборы и так далее, гоняли людей. И половина этих травм, большинство, и когда они задерживали, на людей прям набрасываются и сами падают, и все остальное, они эти травмы выставляют, как будто это люди их избили, на самом деле сами эти травмы получили. Ничего серьезного по травмам у них не было. И правильно было сказано коллегой, точно так же, как и я бывшим, что, скажем так, если было бы что-то серьезное, на госканалах эта бы пропаганда велась очень активно. И апошні сюжет, хотя, может быть, он и перший, конечно, особливо з історії Беларусі, якой ёсць Тростянец і іншыя лягеры смерти часов Другой сусветной войны, это, конечно, лягеры. Когда ён так тлумачыць там для острокопытных, калі другі тэрмін, так сказать, першы раз выйшаў на маніфестацыю, тады як бы все по закону, тым, які ёсць, праз суд, а вот другі раз это за колючку в лагеры загнать. Вот, Андрей Остапович, такое ввогуле, як бы, вот в беларускай, скажем, гісторыі, оно калі-небудзь было, ці толькі там, я не ведаю, при сапраўды на часы нацистской оккупации, ці при Сталине было? Я скажу, что это только в истории. И если взять за мой сознательный период, именно там связанный с органами и даже с получением независимости, такого не было. И там самое, что ужасающее, это, знаете, что вот где он объявил о создании этого лагеря, да, там действительно люди уже посмотрели, и там действительно обносятся колючей проволокой. Целые, ну, как он сказал, острокопытных. Знаете, почему он сказал? Потому что он там лично был, или ему лично докладывали, и вот там сделали загон, реальный загон, где повбивали столбы деревянные и обнесли колючей проволокой. Это действительно лагерь, это даже не тюрьма, там, и где будут людей этих отдельно содержать. Это был лагерь, не хватало места, вот они отлавливали тысячами людей.
И они действительно сделали загон, поэтому там каждое слово очень важно. Мы многое как бы не слышали того, что они между собой обсуждают, но если очень вдумчиво, я много раз переслушал его, анализировал, почему, как, и у нас есть много другой информации, мы соотносим эту информацию. И острокопытное – это потому, что он знал, что там поставили эти столбы, и там сделали загон площадью, где ходили бы, наверное, по кругу с автоматами, и вот этих людей бы там содержали. Когда До речі, это словечко, вот для меня это было как бы ускосным показником сапраўднасці этой пленки. Он его ужил в одном из интервью, которые он давал публично, так сказать, вот чамусьці ему оно так вельмі сподобалось, он полічыў, что это вельмі дасціпна, відаць, очень вельмі астраумно он сказал. Андрей, дякую вялікі тады. Але Андрею Сідькову у меня яшчэ, дякую вялікі, Андрею Сідькову у меня яшчэ тады будзе пытанне. Андрей, у меня до вас пытанне. Вот на ваш погляд, чаму все ж таки этот план не был реализованы? Вот чаму не был, бо эта размова ішла ў кастрычніку. За 2 месяца можно построить концлагерь. Але цікава, что там в этой размове Карпенков говорит, что, вы ведаеце, вот есть политичные моменты, як бы наша краіна не хоча быть изгоем, это відавочна ён чуў на этой нараде с Лукашенком, и Лукашенко ему, як бы им рассказывал это як аргумент. Але он сказал, что, а вот зараз мы на это не будем зважать. Карпенков сказал на этой нараде уже со своими подначаленными. Але магчыма, што як бы нарады праводзяцца розныя і ў розныя часы. Магчыма, все ж таки потым вырашылі, што как-то в 21 стагоддзе концлагер строить в Европе это невкусно, не смачно. В этом ли причина? Причина может быть просто ў тым, што з кастрычніка да, умоўна кажучы, снежня до конца году, масштаб протестов знизился. А калі он снизился, то, власне, уживать такие моцные сродки, может быть, было бы и залишним. Як вы лечите? Тут, наверное, несколько факторов, но, скорее всего, действительно, вы правы, до сих пор на такого рода совещаниях все-таки присутствуют люди разные. Скажем так, безумие и отвага – это ведь не основной критерий отбора для назначения, в том числе руководителем этих подразделений. Да? Это раз. Два. На этих совещаниях, безусловно, присутствуют люди и гражданские. Да? Те, кто, в принципе, занимается, скорее всего, анализом, в том числе и международной обстановки, и отношения к нам, и к ситуации внутри страны. Да? И опять же, действительно, в век интернета в европейской стране, не на острове где-то, да, не в Африке, не в пустыне, а в европейской стране, которая, в принципе, просматривается вдоль и поперек, и каждый, как мы сейчас иногда говорим, каждый сам себе журналист, потому что есть телефон, у которого есть камера и возможность записать звук. Утаить это такой факт, как строительство такого вот лагеря, нереально. И, естественно, реакция и внутри страны, и извне воспоследует сразу. Белорусы, конечно, невероятные люди, да, и очень терпеливые, и, скажем так, они не вспыхивают, как порох, и действительно мы видим это. Да, нету такой агрессии, нету штурмов, нету погромов, не переворачивают троллейбусы, не швыряют кирпичи в головы кому-то, да, не было погромов в районных администрациях, хотя призывы такие, по крайней мере, озвучивались. Горячие головы есть везде. То есть, но все-таки край близок. Как коронавирус уже показал, что это такой триггер был, что у народа терпение закончилось. Если еще, скажем так, увеличится вот эта волна жестокости, и если она только вылилась бы в создание вот такого рода спецлагеря, я думаю, что не только я и вы, но и те, кто на таких совещаниях присутствует, это прекрасно осознают.
потому что отгородиться от всего мира уже не получится. То есть, перефразуючи Карпенкова, что гэта бы многим было тяжко переступить. Да, ну вот я обратил внимание, он там еще говорит, вы понимаете, для нашей страны это ненужные люди, да? Лишние люди. Лишние люди, да. У меня сразу всплыли параллели с нацистской Германией, ведь их концлагеря начинались как концлагеря для своих, так называемые дикие концлагеря, то есть это реально в чистом поле, есть это задокументировано, по-моему, это даже есть в нюрнбергских материалах. В чистом поле вот вбивались в землю столбы, обносились колючкой, и туда, скажем так, политических оппонентов загоняли. А некоторые концлагеря были вообще в виде подвалов или там каких-то конспиративных квартир, где людей пытали, избивали и содержали. А потом переводили уже в эти официально созданные с приходом полноценным этой всей машины к власти в большие концлагеря. И страна, пострадавшая от преступлений нацизма, о чем, в принципе, наша власть очень любит всегда говорить, создать у себя на базе вот такой вот неизвестно что, я не думаю, что там все-таки... Я уверен, что этот вопрос рассматривался, и рассматривался принципиально. И подготовительные мероприятия проводились, да, и, может быть, даже инструктажи с кем-то проводились, с будущим персоналом, как относиться, как содержать, как доставлять. Но, скорее всего, прозвучало какое-то стоп-слово или произошел какой-то стоп-случай. Мне так кажется. Понятно. Понятно. Дякую, великий Андрей. Ну, з вашим цёзкам мы уже развіталіся. Вот. А нашим гледачам хочу нагадать, что за дальнейшим развитием падзеяў яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». До побачення. Найлепшага. До свидания. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.